Если жене дали развод без причины, и мы знаем, что есть лишь одна веская причина, это если с ее стороны была измена валяузу билля. И в исламе нельзя давать развод своей жене, не имея на то веской причины, так как это является несправедливостью с твоей стороны по отношению к ней. А Аллах, свят он и возвышен, не любит несправедливых. И всякий, кто пытается развести мужа с женой, несмотря на их любовь друг к другу, совершает тяжчайший грех перед Аллахом. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто бы ни был тот, кто сеет раздор между мужем и женой, к примеру, отец или мать, сеют фитну между ними, невзирая на то, что они не хотят этого, то есть развода. И если на самом деле нету для них шариатской причины для развода, но они его принуждают к этому, так знайте же, что тот, кто сеял этот раздор, попадает в последующий хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: всякий, кто стал причиной развода между мужем и женой, тот не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моей религии. Он также сказал: они являются друзьями Иблиса, ла'натуллахи алейхи, так как они совершили то, что привело до больства проклятого сатаны. В то время, когда для Аллаха это действие является самым ненавистным из числа дозволенного. Но если все-таки кто-либо взял на себя это бремя, этот тяжкий грех, и стали причиной развода двух мусульман, у которых есть еще и дети, тот пусть знает о том, что он понесет бремя страданий не только этих людей, но также и этих детей. Они не смогут восполнить печали и страдания этих детей, и да простит нас Аллах. И не важно, кто это был, мать, отец или же родственники, так знайте же, что они никогда не сумеют восполнить боль, обиды, страдания этих детей и расплатиться перед ними за каждый день, в котором они тосковали по своей матери, за их печаль и грусть, их слезы от тоски по ней, за каждое их чувство голода или холода, за каждую их болезнь или недомогание, которым они мечтали о материнской заботе, за все те испытания и трудности, что придется пройти этим невинным детям посредством их зла. Клянусь Аллахом, ни молитвы, ни посты не принесут пользу тому, кто разлучил мать со своими детьми. Если он или она, гневая Всевышнего Аллаха, совершили подобную фитну, то будет же им известно, что Аллах, свят он и возвышен, не нуждается в поклонении подобных людей. Кто бы они ни были, так пусть же они боятся Аллаха и того наказания за то, что они совершили, и каются перед Ним до того, пока смерть не настигла их. И клянусь Аллахом, всемогущий Аллах настолько разгневан на них, так пусть же они каются и просят Аллаха прощения за содеянное, и усердствуют в исправлении того, что они натворили. Пусть же они страшатся тоски этих детей по своей матери. Я трижды свидетельствую Аллахом, Его могуществом клянусь, никто не заменит ребенку его мать, ни бабушка, ни тетя, ни мачеха, даже если она будет лучшей из женщин этого мира. Каждая их боль, их тревога, их тоска по своей матери, за каждый их трепет от неистовой печали по своей матери, гнев Аллаха на них будет увеличиваться все больше и больше. Да простит нас Аллах.